Главные новости республики на ТНВ. Рустам Абязов и его оркестр «Ля Примавера» продолжает удивлять и радовать ценителей музыки новыми проектами. «Татар Старс» с европейских сцен. Так называется проект, который стартовал на прошлой неделе, но уже сегодня состоится новый концерт из этого цикла. Кого ждать на сцене БКЗ этим вечером, спросим у самого маэстро Рустема Абязова. Доброе утро. Доброе утро. Рустам Юнусович, что это за новый проект такой? Что за новый формат, который вы придумали? Расскажите, пожалуйста. Мы просто решили приглашать в качестве солистов для выступления с нашим оркестром людей, которые имеют какое-то отношение к Республике Татарстан. Или это они когда-то жили здесь и потом уехали работать в другим местам. Учились, да. А может быть, это просто их историческая родина. И вот в прошлом сезоне у нас уже был такой концерт. Да, вот мы знаем, вы Майю Иргалину. Да, это из Белоруссии. И Ольга Шрубкова была, да, насколько да. А вот это как раз жительница, точнее, это дочь жительницы Казани. Она сейчас уже живет в Чехии очень давно. И вот дочь мы, конечно, первый раз видели, потому что с матерью я знаком, а дочка... То есть она продолжает ее как бы... Она продолжает династию, да, замечательная скрипачка. Вот. А в этом году, ну, представляете, вот красавец... Мужчина из Санкт-Петербурга, обладающий бархатным баритоном. Мало того, он еще прекрасно владеет этим голосом. Но что может быть лучше для успешного концерта? И вот именно такой солист будет у нас сегодня. Это Альберт Джалилов. Он, кстати, очень уже знаменитый, поскольку он участник очень многих телевизионных проектов. «Россия-1» — это как главная сцена, живой звук, танцы со звездами. И вот мы с ним договорились о том, что он приедет, и вчера уже состоялась первая репетиция. Да, еще должен сказать, что год назад примерно на исторической его родине ему присвоено почетное звание заслуженного артиста Республики Татарстан. Как вам удается уговорить таких людей видных, у которых плотный график? Как происходит процесс переговоров? Ну, во-первых, мы начинаем договариваться заранее, когда у них еще в графике можно найти какие-то провихи. Потом я заметил, что многие с удовольствием соглашаются приехать в Казань и выступить с оркестром «Ля Примаверы». Мне это очень приятно, и поэтому особых сложностей в переговорах мы никогда не чувствуем. И плюс, раз проект у нас предполагает какое-то отношение к своим корням, ко времени, которое было проведено в Казани. Да, я думаю, что это двойное удовольствие для них тоже. Дополнительный бонус, да. Что можно будет услышать сегодня? Сегодня Альберт выступит в 3 ипостасях. Вот там в афише написано, что... рассказчик Рустам Абязов, где я действительно... Кстати, да, вот мы об этом хотели поговорить. Действительно, я часто веду свои концерты, но в данном случае я начну концерт, представлю солиста и передам бразды правления Альберту, потому что он будет, помимо того, что петь, он будет читать стихи, он будет читать письма. А чьи стихи? Ой, самых разных поэтов, начиная от... Пушкина, заканчивая Бродским. И там будут не только стихи, он будет читать, например, письмо к супруге Моцарта или письмо к Жозефине Наполеона. То есть все. То есть есть какая-то связь тематическая? Естественно, программа называется «К ней». Это любовь. Естественно, это любовь. Любовь во всех проявлениях. И будет звучать очень много музыки, начиная от Моцарта и заканчивая неаполитанскими песнями. Конечно, все о любви. Ну и, естественно, поскольку уж прерывать этот процесс никак нельзя, мной, например, да, он будет и вести этот концерт. Мы не можем не спросить про избитый вопрос, про творческие планы, но тем не менее интересно. Потому что наверняка уже вы их сейчас строите. Я могу сказать творческие планы в основном на этот сезон, потому что у нас мы вступили в пору больших юбилеев. В 30-й сезон мы открыли в сентябре. У нас предстоит 30-летие оркестра и мой личный юбилей. Поэтому мы сейчас заняты полностью претворением тех планов, они просто грандиозные. Вот у нас буклет в этом году, кстати, значительно более потолстевший, чем обычно. Да, и он даже не вместил всего того, что мы собираемся сделать.
Но, естественно, мы начинаем задумываться и о следующем сезоне, но пока рано еще об этом говорить. Только-только начинаются переговоры, только-только... Имена какие-то можете назвать, которые переговоры с кем уже близки к... Ну, вот, например, мы договорились, что на юбилейный концерт оркестра в ноябре среди прочих гостей приедет и знаменитое цыганское трио «Лойка», с которым мы уже имели счастье выступать. Так, это все на нынешний сезон 18-19. Вот этот вот буклет, да, это вот все связано. Тут и концерты в Казани, и гастрольные поездки. Гастрольные поездки. А где вот То есть с этим проектом вы тоже куда-то поедете? Нет, с этим нет, это проект чисто казанский. Странно было бы, если бы таким проектом мы вдруг в Сарове, да, выступили. Как вот мы совсем недавно, буквально 3 дня назад, вернулись из Сарова. Значит, «Татар Старс» будет продолжаться. Я надеюсь, что да. Так, ну мы тоже... На это надеемся, да? Да, конечно. Мы на это надеемся. Надеемся, что мы еще услышим огромное количество интересных артистов. Аида Гарифуллина, Розель Гатин. Да, есть у вас такие планы? Вероятно. Да, почему нет? Отлично, отлично. Мы тогда будем обязательно ждать.